дрожат одряхлевшие кости земли перед боем с святым. Сомнение и робость отбросьте. На приступ, и мы победим. Нет цели светлей и желания. Мы вдребезги мир разобьем. Сегодня мы взяли Германию, а завтра всю землю возьмем. И почти взяли. К началу войны наша страна традиционно оказалась не готовой, как до сих пор не бывает готова к ежегодному наступлению зимы, весны или лета. Так, наверное, устроен российский человек. Сначала ждет прихода беды, а затем героически выходит из сложившейся ситуации. А может быть, всему причиной старая пословица о санях, которые мы долго запрягаем, но зато потом быстро на них едем? Так или иначе, к осени 1941 года фашисты стояли под Москвой. Из небытия извлекаются образы дворянской России. Александр Невский, Суворов, Кутузов. А далее по логике. Кто бил Наполеона? Казаки, башкиры, калмыки. Так воскресла идея национальных формирований после десятилетий небытия. 13 ноября 1941 года в Башкортостане получили долгожданную телеграмму из Москвы. Идя навстречу желаниям трудящихся Башкирской АССР, Государственный комитет обороны разрешает срочно сформировать на территории республики две башкирские кавалерийские дивизии. Номера дивизий 112-я и 113-я. Желаем успеха. Председатель ГКО Иосиф Сталин. Башкирская дивизия была формирована с добровольцев. Вот. Собирали собрание в клубе, неотопленном клубе или в школе, собирали людей, товарищи, вот нам поступило столько-то добровольцев, кто хочет ехать, вот создается башкирская дивизия. Вот там добровольцы, вот я хочу, вот составляет список, потом персональный. Вот этого можно отпускать, этого можно отпускать, этого нет, он еще недостоин. Он выпивает, он иногда вот так. Вот отбирали людей, понимаете, самых лучших. В Башкавдивизии никто не пенял на тяготы ратной службы, на опасность быть в следующую секунду убитым от пули врага, ведь они были добровольцами, то есть сделали свой выбор сознательно. Я ушел в армию добровольно 8 декабря 1942 года. Два эскадрона, 7-й и 8-й, наш 8-й, и мы двинулись по дорогам нашей дивизии на пополнение. Кадровый состав дивизии подбирался из числа офицеров, уже успевших повоевать на фронте. Их отзывают в Башкирию, на станцию Дема. Вот мы с фронта попали своим родным. Вот это интересно. Вот я, значит, когда приехал домой, вот утром проснулся, другой день сидит мать возле кровати. Улам говорит: ты же седой стал. Как я говорю седой? Ты что, я же молодой еще. Нет, Улам, у тебя 36 волос седых, говорит, насчитала. Она сидела, считала мои волосы седые. Это вот под Москвой. Вот. Вскоре прибывает и сам полковник Шеймуратов, которому командование поручило возглавить формирующуюся дивизию. До этого он участвовал в сражении под Москвой, был командиром полка в 4-м кавалерийском корпусе генерала Даватора. Я зашел, когда, значит, доложил, что лейтенант явился по вашему приказанию. Вот. Садитесь, посадил. Вот. Где воевал? Я говорю, под Москвой воевал. Где там воевал под Москвой? Я говорю, в Малоярославском направлении. А, говорит, левее нас, говорит.
Я ведь тоже, я говорю, знаю, что вы тоже воевали под Москвой. Ну, говорит, пойдешь командиром эскадрона. Вот. Я говорю, товарищ полковник, я ведь пехотинец, я говорю, как я могу командиром эскадрона? Я говорю, я в кавалерии еще не бум-бум. Товарищ лейтенант, вы где родились? Я говорю, как где? В деревне. А где в деревне? Я говорю, вот 40 километров отсюда, в Кушнаревском районе. Ага. Ночные ходил? Я говорю, как не ходил? Летом, каждый день, как лошади прибудут с работы, с поля, мы верхом и, говорю, в лес 2 километра, 2,5, в лесу, говорит, ночуем с ними. О, вот, говорит, ты был кавалеристом, потому что ты ездил без седла и прекрасно ездил. А сейчас, говорит, в седле будешь, а то, что, говорит, кавалерийские навыки, мы, говорит, научим. В корпус прибывают и другие офицеры, в том числе майор Тагир Кусимов, служивший до этого в группе советских войск на территории Ирана. Именно ему, прирожденному кавалеристу, Шаймуратов поручает переквалифицировать пехотинцев в конников. Кусимов нас в течение 1,5 месяца, вот, я помню, у него в руках каждый день, когда мы на плац выходили, он заставлял седло убрать, без седла, вот. Ну, знаете, без седла. Он пастуший длинный кнут у него, вот. Он говорит, быстрее там лошадь, под видом лошади бьет сюда, по ногам нашим, по сапогам. Так вот, он нас, значит, в течение 1,5 месяцев сделал такими кавалеристами, что мы вот сейчас, когда в цирке показывают вот это, там на ходу бегом садятся на лошадь, переходит там вот, 8, как говорят, делает там с одного бока на другой перепрыгивает. Вот мы так, 20-летние вот командиры и лейтенанты, стали циркачами. Так пусть обыватели лают, нам слушать их бредни смешно. Пускай континенты пылают, а мы победим все равно. На другом конце Европы, в железнодорожном поселке Дема, проходит свой парад. Башкирия прощается со своими джигитами, уходящими навстречу судьбе. Вот мы получили знамя, раз вручили знамя, у нас дивизия стала подготовленной для выступления на фронт. Всего 5 эшелонов было. Ехали мы на фронт. Прибыли мы в Тульскую область, Турдей. Немцы у них были 7 дней были, вот, до нас. Немцы, когда отступали, сказали, уезжайте, к вам приедут из Урала людоеды, какое-то башкирское племя людоедов приедут к вам. Вот, уезжайте с нами, значит, агитировали людей, понимаете? Вот, немцы, разведка работала, будь здоров. Самоуверенность фашиста против уверенности в собственной правоте советского солдата. Полуобморочная экзальтация столкнулась с твердой решимостью. Массовый психоз удесятеряет силу напора. Но ненадолго. Главное — выдержать первый удар. Вот это бои первые же бои немцам показали, что мы немцев уже не пропустили ни на 1 метр. День воюем, 2 воюем. Дивизия воевала все лето до октября месяца. До 8 октября стояла дивизия вот на этом рубеже. Немцы ни на 1 шаг не продвинулись на запад. Они же думали так, занять Воронеж, вот, с тыла прорваться к Москве с востока, захватить Москву с востока в отместку за поражение в 1941 году. В лоб, значит, брать не сумели Якова, давайте зайдем с востока, за юго-востока.
Вот как раз на этом ответственном участке наш корпус стоял, наша дивизия, немцы не прошли. Ана біздің башқұрт дивизияға тәуде гіл абарынла болдылық. Немістер ибармай, шуның хуңында Мында неге Курск облыстан бізді алып кеттер неге Воронежге та неге вел тегеркен немістердің күстенігіне біз апарлардықтар шында алар тоқтатырған вел абарынды атты неге сражение немістер ибармайынса шуги ну сол баға жоғалтулар көп болды. Айтбай Хайретдинович служил коноводом, которые составляли треть личного состава дивизии. В кавалерии это самая ответственная воинская специальность. На них уход за боевыми скакунами. При этом воевать приходилось на равных со всеми остальными. Ну, мире туғыш вақытында канаваттарға специально урманда канаваттар болды. Канаваттарға қалтырамыз да өзіміз еу сөйтіп сражение наступает табылында. Шулай болды тәузарак. Абарын тут аттық енді. Все лето и половину осени 1942 года дивизия находилась в обороне, сдерживая бешеный натиск фашистов. Кавалерийских атак практически не было. Ловкого и смелого Айтбая Мурзагильдина часто посылали в разведку. Қазір башташы 90 бит. 90 жаш бит. Баш işlerге. Ана шуланың контузиясына мешает енді. К разговору незаметно подключается и его жена, Минлибану Мухаммадгареевна, с которой бывший кавалерист прожил 66 лет. Бұл районда бір соқалған долғы кавалердан. Районда бір өді. Районда көмек болғандарға қуатқа сөйлі беттілер. Ауылдан да шеудірді болғанлар бір мына районнан бір өді. Вот ведь как получается. Жены фронтовиков теперь лучше помнят о ратных подвигах своих мужей, чем они сами. Ана шу вақытта наградта бергенлер еді. Немістеріні көмеклеп мейтіп, кертелеп алып қуған сақта қуып кеттілер дей шу вақытта. Балар келіп хабар еткеш, біздіңкілер кіргім әйленіп кертелеп алдылар да, бомба білен берділер керекні. Тігілер өзлерінікі өздер бітірді қойды деп сөйлей тұрған, сөйлей zulmine gel. Bizdekilerdi bilip özlerinkini özler bitirdiler. Ne bulga naşallı soğaları da ıskılatlarını bitirdiler beyrek. Iskılat getirip biklap koyan bulganlardı. Шли тяжелые бои, в ходе которых Башкав-дивизия выдерживала свой первый экзамен, пока просто на выживание. В будущем будут другие экзамены. На право называться гвардейской, на право войти в историю как легендарная 112-я башкирская. А летом 42-го нужно было просто выжить и доказать, прежде всего самим себе, что немцев можно бить, что это такие же люди, а не сверхчеловеки в ницшеанском духе. Пусть мир превратится в руины, все перевернется вверх дном. Мы, юной земли властелины, свой заново выстроим дом. Башкирские кавалеристы показали врагам и соседним советским соединениям чудеса храбрости.
9 июля по приказу командования 8-го кавалерийского корпуса 294-й башкирский полк под командованием майора Гарея Нафикова атаковал деревню Лобановку, где были сосредоточены трижды превосходящие силы фашистов, наступавшие на город Елец. Увлекшись погоней за удиравшими немцами, он с 70 кавалеристами ворвался в село и вступил в неравный бой. Писатель Константин Симонов, побывавший в расположении башкав-дивизии, писал в газете «Красная звезда». Это был ночной налет, жестокий и страшный своей неожиданностью. Всю ночь в селе шла рукопашная, 400 немцев было убито за ночь, половина отряда Нафикова легла рядом с ними. Так кончился этот бой, похожий на старую богатырскую сказку. Бой 70 против 1000. На следующий день командир 275-го полка майор Кусимов вновь атаковал Лобановку, освободил село и вынес тело своего убитого товарища, отважного майора Нафикова. Немцы очень на нас обижались, писали в своих газетах. Вот один немецкий корреспондент пишет в газете немецком: очень, говорит, тяжело стало, когда там мы воевали против так называемых башкир, племя, башкирские племя, какое-то дикое племя. Но, говорит, они никакого страха, говорит, не знают. Вот с ними очень тяжело воевать. В середине июля 1942 года стало ясно, что противник стремится прорваться к Волге в районе Сталинграда. Для отражения немецкого прорыва был создан Юго-Западный фронт. В октябре 1942 года 112-я башкирская кавалерийская дивизия получает приказ двигаться на юго-восток для участия во второй фазе Сталинградской битвы. Темір жолын тазартып барамыз, неге Сталинградқа қадар баруға приказ болды. Шол уақытта аларда сражение нық 20-қа тырышып қарадылар. Шола бұл хала башқұрт дивизиясы нық болды. Барып тегілерді Сталинградтың окружениеға нейді ағадар пашты бүте алдылар енді. Вес білен қалып, нетіп бардық. Бірінші қайны барда арарен болдым. Бүтін соғыс бүйрек сол болды. 8-не бардым, бір лашыңғыда атып, 9-шы сын бірден сақтап өзіме кетіріп. Жатқан келіш, мұна астан шулай тейді деп, сұңқылы бейт анық кепкен бұл. Кесіп тасалға еткенлері кестірмәдім де, үзілген болған. Тергіне тұтып тұрған болған, үзерге еткенлері бермәдім де. Ана бейт анық нелері. Менде шешме қызығына мұнда бір сөз өйттен кебез. Мені деймін деп, октябрьда кетіріп берділер мұға. Білмән, көрмәген кішіге кетіріп берділер. Задача 8-го кавалерийского корпуса, в который входила башкав-дивизия, прорвать линию фронта и завершить окружение группировки немецких войск фельдмаршала Паулюса. Мы их не только гнали, уничтожали немецкие самолеты на земле, в аэродромах, значит, которые ночами доставляли продукты, вооружение паулюсских группировку в Сталинград. Вот за декабрь, за 10 дней ноября, за декабрь месяц дивизия прошла в составе корпуса около 300 километров с боями, освободила около 100 населенных пунктов, уничтожила более 3000 немецких солдат и офицеров, около 30 самолетов взяла в руки, танков много уничтожила. Вот таким образом дивизии задачу свою выполнили с честью. Писатель Илья Эренбург под впечатлением действий башкирских кавалеристов писал: в 1812 году вместе с русскими башкиры гнали Наполеона. Французский мемуарист Дюпюи писал: нас особенно угнетали отряды башкир, вооруженных копьями и луками. Фрицы увидали теперь башкир, вооруженных автоматами. Хайрула Кулимбетов из миномета уничтожил роту немцев. Салават Карымов истребил 152 фрица.
Неудивительно, что некто доктор Мейер пишет в Deutsche Zeitung für Ostland: «Нужно добавить, что в донских степях мы вынуждены сражаться с людьми дикими, но не ведающими страха, принадлежащими к племени башкир». По ходу движения 8-й кавалерийский корпус столкнулся с 48-м корпусом противника, состоявшим из 22-й немецкой танковой и 1-й королевской румынской дивизиями. Командир корпуса генерал Борисов приказывает генералу Шеймуратову атаковать румын в конном строю. Наша дивизия всегда был авангардом. А в первом ряду шел полк Кусимова. Весь корпус, все мы знали, что так. И мы удивлялись, куда только первый полк Кусимова. Стремительная атака башкирской кавалерии, и около 1000 солдат противника остались лежать в заснеженной степи. В бою ранен в ногу командир 275-го полка, подполковник Тагир Кусимов, шедший в авангарде дивизии. Он отбывает на излечение в тыл. Ранен и Гариф Макаев, командир 313-го полка. Его заменяет Байгужа Саидгалин. Вот героизм Шаймуратова в том, вот румынские части в одном месте, значит, потеснили наших. Вот. Одно подразделение там, эскадрон начал отступать, отходить начал. И как раз Шаймуратов и вот этот Байгужа Саидгалин, комиссар 313-го ковполка, вот, видит, что здесь что-то надо делать. Шаймуратов выскочил сам, кричит: товарищи, назад пути нет. И вот тогда Шаймуратов с Байгужой вместе впереди, и кавалерия пошла вот гнать румын. Они там гнали километров, наверное, 20, разгромили эту румынскую там дивизию одну. Так, очень много убитых, пленных. В ночь на новый 1943 год новая атака. Опять сотни порубленных немцев и сотни взятых в плен. Но и наши потери становятся ощутимыми. Причем настолько, что из 3 полков дивизии формируется один сводный отряд. Тем не менее, задача была выполнена. Армия Паулюса была полностью окружена. Вот говорят, кавалерия, как говорят, Калашпилян, немцев, танки немцев, говорят, рубить. Это смеялись. Нет, неправильно. Мы против танков не с клинками шли. Мы воевали против танков как пехота. В окопах уничтожали гранатами, противотанковыми оружиями, артиллерией. Когда необходимость была гнать немцев, мы садились на лошади, гнали немцев на лошадях. Biz jeye hoştak. Mında barını hoş vaxtında bizim atlar artta durdu. Biz nida mında сраженийлар nida oldak. Немцы, когда начали бежать, вот в это время гнать их только, они теряли, много потеряли людей своих, и вместо 20-15 километров до 30 километров в день кавалерия прошагала. Понимаете? Вот это очень эффект был. Поэтому и пускали впереди нас танки. Как танки прорвут, кавалерия идет дальше, гонит немцев. Понимаете? Гонит быстро. То есть движется армия быстро. Но когда танки идут немецкие, мы в окопы. Мы лошадей прячем в деревне. Башкав-дивизия пополняется новыми бойцами и выступает в направлении Донбасса, где ее отправляют в роковой рейд по тылам противника на территории оккупированной Луганской области. Перед тем, как идти в рейд, там был сбор начальства, комсостава, и там, оказывается,
Шаймуратов сказал, все может быть. Ну, говорит, есть человек, который меня могут заменить. А это Кусимов. Как известно, генерал Шаймуратов погиб при выходе дивизии и корпуса из окружения. Кусимов, вопреки завещанию Шаймуратова, не был назначен на освободившееся место комдива. Им стал полковник Белов. Отношения между двумя офицерами сразу же испортились. Этот злополучный рейд разделил историю дивизии на две части – до и после Шаймуратова. Про рейды там были, потом уже только вот узнали большие потери. Нам ничего об этом не говорили. И вообще про Шаймуратова разговоров-то не было. Потому что тогда числился как без вести пропавший. Не было рейда, не было Шаймуратова. Мы еще вернемся к этому вопросу, а пока 112-я башкавдивизия, переименованная после рейда в 16-ю башкирскую гвардейскую дивизию, двигалась к Чернигову. Когда форсировали Снов, реку перед Черниговым, через реки Снов два моста было. 62-й полк, найдя брод, перешел Снов, и вот они открыли нам, 60-му и 58-му полку, дорогу. Немцы от западного берега отошли так, что даже оставили нетронутым, но не взорванными эти мосты. Чернигов обходили с северо-запада. Стрелки напрямую, а мы обходном. И создали такую им вроде на окружение. Быстро отошли немцы. И нам присвоили это наименование Черниговское. К осени 1943 года немецкое командование, пытаясь остановить наступление советских войск, создало так называемый «Восточный вал» вдоль реки Днепр. «Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его», — хвастливо заявил Гитлер. Однако Днепр не обратился вспять, хотя его преодолела все та же 16-я башкирская кавалерийская дивизия. В 58-м полку начались работы подготовительные для форсирования Днепра. 58-й это Кусимовский полк, Кусимовский полк, да. Сразу поняли, тут опять пойдет Кусимов. Мы помогли грузиться. И боеприпасы тащили там, и все там, эти лодки, маленькие плотики, и один большой был плот. Вот. Второй, по-моему, эскадрон. После второго, 4-й эскадрон двинулись. А потом уже сам в лодках и командир полка Кусимов, весь со штабом. До рассвета уже они были там. За форсирование Днепра звание героя получили и главный виновник победы полковник Кусимов, и командир дивизии генерал Белов. После Днепра башкавдивизия двинулась в Белоруссию. Началась Гомельско-Речицкая наступательная операция. А мы уже ноябрь, конечно, с июля начали воевать. У нас, конечно, рожки-ножки тогда были. Ну, человек 10-12 мы остались от 50 человек, вот когда я перешел в взвод. Потому что в Днепре, в общем, двое только радистов в 60-м полку остались. Два радиста. Да притом обе русские, а засекреченные такие скорые, необходимые на башкирском языке передавались. Сам непосредственно адъютант, я передавал вот эти вот без расшифровки, но и то в маскированном виде, по башкирскому. Во всех радиостанциях сидели татары, башкиры.
принимали. А тут двое... В одном из боев под Калинковичами Гали Хайретдинович был ранен в руку разрывной пулей, после чего 1,5 года находился в госпитале. Закончилась и его война. Вскоре война закончилась и для командира 58-го полка Тагира Кусимова. Его отношения с комдивом Беловым оставляли желать лучшего. После одного не слишком удачного боя между ними вспыхнул конфликт. Кусимов сам об этом написал. Он, когда сказал, я тебя сделал там командиром, а героем, он сказал, нет, не вы. Я сказал, сделал вас героем. Если не я в первом фарсе Днепра, вам звезду не видать было, как своих ушей. Вот он так и сказал, он у него в книге есть. Кусимов, которого командование постоянно ставило в авангарде дивизии и корпуса, негодовал по поводу нехватки в полку оружия, боеприпасов и личного состава, который, как и все живое, нуждался в отдыхе и реабилитации. Но вместо этого бесконечные бои, рейды, атаки. И вот когда в дивизию с инспекцией приехал маршал Буденный, судьба Кусимова определилась. Где-то, говорит, вас я видел, Буденный. А он сразу, товарищ, вот, маршал, в 38 или 39 году вы мне дарили именной пистолет, когда я, вот, говорит, все ужаснулись. И вот он, когда сидели, уже угощались, вам, говорит, не надоело ли полк? Он говорит, может, говорит, вы пойдете в дивизию заместителем, вот, видимо, 15 или 14. Он сказал, нет, я от своего полка никуда не пойду, я привык. А может, говорит, вы пойдете учиться? Учиться, говорит, с большим удовольствием. Для Анвара Хатиповича война закончилась еще раньше. Он был тяжело ранен в живот под Сталинградом. Родственникам отослали похоронку, но он, вопреки всему, выжил. Наверное, чтобы поведать нам героическую историю 112-й, 16-й гвардейской башкирской кавалерийской дивизии и его легендарного командира генерала Шаймуратова. 23 февраля 1943 года 7-й кавалерийский корпус, возглавляемый генералом Борисовым, был в плотном кольце окружения. Борисов вызывает к себе командира 112-й башкавдивизии Шаймуратова. Борисов говорит, почему до сих пор не прорвали? Почему до сих пор мы стоим, не выходим, если к своим частям не соединяемся? Шаймуратов говорит, товарищ генерал, если мы сейчас пойдем в лоб, мы уничтожим всех своих оставшихся людей, кончаем. Дайте мне одни сутки, одну ночь, я сделаю разведку, я, говорит, выведу не только свою дивизию, но и все воинские части корпуса без потерь, с малыми потерями. Вот первый, значит, тогда он говорит, вы почему осуждаете мое приказание? Я вам приказываю, кто здесь командир корпуса? Вы или я командир корпуса? Вот эти слова ведь я ни с неба не взял. Вот Касымов, который стоял за дверью, слышал все эти слова, передал он в нашем разговоре. И вот он говорит, он вышел, говорит, из двери, а Шаймуратов был дисциплинированный. Значит, он не стал с ним больше разговаривать. Он вышел, говорит, опущенный головой, весь почерневший. Он так был такой башкирин. Он пишет, что он башкирин был. Он в своей автобиографии в 1938 году собственноручно написал. 1938 год, никто его не заставлял. Он написал «башкирин». Шаймуратов, как настоящий рыцарь без страха и упрека, принимает решение пожертвовать собой ради спасения остатков своего детища 112-й башкавдивизии и других дивизий 7-го корпуса. Идя на верную гибель,
он совершает обманную демонстрацию прорыва у поселка Штыровка. Немцы думают, что именно там намечен выход корпуса из окружения, стягивают к Штыровке все силы, оголяя тем самым другие участки фронта. Шаймуратов погибал со своим штабом. Погиб. Когда Фандеранцев увидел, что немцы уже штаб, как говорят, накрыли, окружили там все, они разделились на две группы, пошли чуть правее, чуть левее, и вечером, ночью, в этот день вышли без потерь почти, понимаете? То есть Шаймуратов все принял на себя, справа-слева сил почти не осталось, и вот этот основные части нашей дивизии и другие части корпуса все вышли без потерь. Но Борисов не избежал возмездия. При прорыве он попадает в плен. После войны его приговаривают к 10 годам лагерей. После отсидки он, как раскаявшийся грешник, ходатайствует о присвоении Шаймуратову звания Героя Советского Союза посмертно. Но его, бывшего зэка, и слушать никто не желает. Логика советского правосудия, согласно которой по отношению к любому пропавшему без вести или оказавшемуся на вражеской территории, а Шаймуратов считался именно таковым, действовала презумпция виновности, сыграла в этом деле роковую роль. В 1948 году первый секретарь башкирского обкома партии Сабир Вагапов приезжает к Буденному в Москву с просьбой о присвоении Шаймуратову звания Героя. Он прикинулся, что он его не знает. Я, говорит, такой генерал Шаймуратова не знаю. Если бы он сказал, что я знаю, его могли привлечь к ответственности как ходатая. Буденный это, да? Не признал? Буденный, значит, если бы подписал тогда, Шаймуратову посмертно дали бы героя. Могли дать. Он боялся, что Сталин его арестует, как арестовал Сталин жену Калинина, жену Молотова. Значит, его тоже могут арестовать, потому что Шаймуратов в деле написано, пропал без вести. А Сталин-то считал пропавших без вести и пленных врагами народа. Сегодня уже нет Советского Союза, героем которого хотели видеть Шаймуратова ветераны легендарной 112-й башкавдивизии. Героем современной России, вероятно, он сам не захотел бы быть. Что осталось в сухом остатке? Ведь когда мы вот в прошлом году, значит, начали собирать подписи по всей Башкирии, подписи Путину, ходатайством о присвоении звания Героя Шаймуратову. Вот. Приходят к людям, говорят, вот подписать надо Шайма. Зачем ему второй раз герой? Он же герой. Он же герой. Понимаете, люди считают его героем. Мы после этого прекратили собирать, к людям обращаться. Как-то неправильно получается, люди обижаются. Как так это вы опять? Он же герой, понимаете? Люди считают его героем. Вот этому человеку героя мы не можем до сих пор дать. И памятник ему обязательно надо поставить, памятник. Память о Шаймуратове, воинах башкирской гвардейской кавалерийской дивизии, бережно сохраняется в сердцах жителей Башкортостана и Украины. Дома их знают как своих национальных героев. На Украине чтут как освободителей от страшного ига фашистов. Когда подходил к концу монтаж этой телепередачи, до нас дошла скорбная весть. Ушел из жизни один из героев Айтбай Хайретдинович Мурзагильдин, житель деревни Кумарлы Архангельского района республики, ветеран 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Гвардия умирает, но не сдается.